Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Изнатульна, я «Картине дня». Главное – квалифицированные кадры. К ним приковано внимание и на соревновательной арене, и в обсуждениях на деловых сессиях. На Казани Экспо сегодня второй день международного строительного чемпионата. Соревнования имеют мировой статус. Накануне на церемонии открытия присутствовали Рустам Минниханов и федеральный министр строительства Ирик Файзуллин. Показать свое мастерство приехали более 1000 участников из 20 стран. Они представляют практически весь спектр инженерных и строительных специальностей. Как отмечают эксперты, именно от развития профессиональных навыков будет зависеть будущее строительной отрасли страны. Репортаж Дмитрия Аринина. Студенческой сборной Татарстана по общестроительным работам предстоит связать арматурный каркас, выставить опалубку и залить ее бетоном. Слаженность и профессионализм должны показать арматурщики, бетонщики и прораб. Сложное задание заключается в том, что пространственный каркас имеет сложные очертания. То есть это наклонные элементы и элементы, которые нужно самим сгибать. Студентке энергетику из Кирова Алине Жданухиной на чемпионате предстоит спроектировать систему электроснабжения машиностроительного завода. Девушка признается, таких сложных заданий выполнять еще не приходилось. Сложно, потому что я не работаю еще пока по специальности и разбираюсь. Пока только учусь. Надо задание прочитать, главное, и понять, что требуется. Когда понимаешь, что требуется, уже становится легче. Студенты и уже профессионалы соревнуются в 3 дисциплинах: промышленное строительство, проектирование промобъектов и управление строительным проектом. На стройке такие работы выполняются часто. Это имеет непосредственное отношение к строительству. Все номинации без исключения. Задание не сказать, что сложное, но эксперты жюри, каковым я являюсь, мы проверяем качество вплоть до различных мелочей. Особое внимание уделяем соблюдению требований по охране труда и безопасности. Развитие профессиональных навыков и рост числа квалифицированных кадров – главные цели чемпионата. Сейчас в строительной отрасли страны работают более 11 миллионов специалистов. По подсчетам экспертов нужно еще около миллиона. Конечно, важнейшей задачей является восстановление инфраструктуры разрушенных территорий Донбасса, наших новых регионов. И это масштаб тех задач, которые будут стоять перед отраслью, перед страной, наверное, сейчас даже трудно до конца представить. Сейчас на федеральном уровне разрабатывается концепция подготовки кадров до 2035 года. Одно из предлагаемых решений – увеличение целевого набора в вузы. Еще нужно достигнуть технологического суверенитета. И для этого нужен свой строительный софт, то есть программы с математическим моделированием. Перед нами стоят большие грандиозные задачи. Сейчас они немножко даже становятся интереснее, потому что импортозамещение очень важно. Технологии, развитие отечественных технологий также важно. Международный строительный чемпионат завершится в эту субботу. Победители определятся в 20 инженерных и строительных номинациях. Общий призовой фонд турнира составит 44 миллиона рублей. Дмитрий Арин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Минтимер Шаймиев передал 4000 книг из своего личного фонда Национальной библиотеки республики. С этого дня ознакомиться и прочесть книги первого президента республики сможет каждый посетитель. Коллекцию Минтимер Шаймиев собирал более 30 лет. Церемония передачи прошла на площадке Международной научно-практической конференции, посвященной сохранению книжных фондов. Здесь обсуждали, как сберечь труды, которым нет цены. О предлагаемых методах и опыте Национальной библиотеки Рамиль Шайдуль. Я сам себя не сам привел сюда. Нет, это было пожелание. Это единственная книга на арабском языке. Да. Арабской вязью имя Минтимера Шаймиева и фраза, ставшая уже крылатой: «От души для души». Уникальный экземпляр книги хранился в личной библиотеке государственного советника Татарстана, а с этого дня в Национальной библиотеке республики. Здесь только часть. Всего же государственный советник подарил Национальной библиотеке республики почти 4000 книг, которые сам он читал. Теперь ознакомиться с этой кладезью могут все татарстанцы. Минтимер Шаймиев собирал эти книги более 30 лет. Здесь и художественные произведения, а также биографии и книги, написанные политиками, писателями, поэтами. Все они подарены авторами. Хорошо, что тут один из них тут стоит и говорит о своем друзьях. Особое место занимают труды Чингиза Айтматова и Олжаса Сулейменова, близких друзей Минтимера Шаймиева. Я просто очень рад, что мы с вами встречаемся именно по этой теме. Бесценную коллекцию Минтимер Шаймиев передает на площадке Международной научно-практической конференции, посвященной сохранению редких книг. У нас богатый фонд книг и бережные отношения. Стараемся, значит, и восстанавливать, и их беречь. Это самая редкая книга, это «Прием циркуля
и линейки. Она 1709 года. Книге более 300 лет, условия ее хранения особые. Температурный режим, минимум света, фиксированная влажность. Прикасаться только в перчатках. Только в отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики таких трудов тысячи. Уже несколько лет каждую книгу скрупулезно оцифровывают в электронный формат. Национальная библиотека Татарстана, конечно же, задала новую планку в развитии библиотек, особенно библиотек национальных. Будем этот опыт делать доступным, изучать. Очевидно, он должен стать частью определенной методической работы, которая будет дальше доступна всей библиотечной сети. Впереди оцифровка ценных рукописей всей страны. И не только. Чтобы сберечь всероссийское книжное наследие, участники конференции предлагают несколько путей. Среди них вовлечение в процесс крупных IT-компаний, помощь бизнеса и власти. После таких аплодисментов я все угодно подпишу. Свой вклад внес и Минтимер Шаймиев, официально передав уникальные книги в Национальную библиотеку. Для нас это огромная честь, что вы нам личные ваши фонды решили отдать библиотеке. У вас был большой выбор, где бы могли быть ваши фонды. Но вы предпочли Национальную библиотеку. Эти книги, они будут всегда абсолютно в доступе. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В парламенте республики началось обсуждение бюджета на 2023 год и плановый трехлетний период. Законопроект о бюджете рассмотрели сегодня в комитетах по экономике, соцполитике и госстроительству. Здесь озвучили прогнозы социально-экономического развития республики. На следующий год бюджет планируют с дефицитом в 27 миллиардов рублей. В течение следующих 2 лет дефицит будет сохраняться, поэтому необходимо сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях, поддержать отрасли развития, которых дает максимальный эффект. По прогнозам, именно 2023 станет одним из наиболее сложных в силу геополитических и экономических изменений. Однако республика в предыдущие годы накопила хороший запас прочности в экономике, отмечают в профильном комитете. Практически во всех отраслях есть свободные мощности. Определенный энтузиазм проявляет малый и средний бизнес в условиях сокращения внешней конкуренции. На сегодняшний день, исходя из всех параметров, и санкционные режимы и так далее, нарушение логистических цепочек, татарстанская экономика должна выдержать. Резервы есть во всех отраслях. Хороший урожай собран, который уже гарантирует стабильную работу и пищевой перерабатывающей промышленности. И, кстати, заложены уже основы будущего урожая. Сегодня в селе Высокая Гора простились с участником специальной военной операции Айратом Мухуддиновым. Ему было 28 лет. Военнослужащий погиб 25 сентября, защищая ДНР. Сразу после окончания училища он выбрал свое призвание и решил стать военным. Проститься с героем приехали сотни людей. Каким останется в памяти Айрат Мухуддинов в нашем следующем материале. У дома Айрата Мухуддинова траур. Он погиб во время специальной военной операции. В последний путь высокогорского парня провожают родные, друзья и сослуживцы. Очень хорошим племянником, очень хороший, очень умный. Айрат Мухуддинов служил по контракту во Владивостоке. На спецоперацию отправился еще в марте. Был командиром отделения 1-го взвода автомобильной роты батальона мотобеспечения. Погиб от множественных осколочных ранений 25 сентября в поселке Нескучное Донецкой Народной Республики. Для всех он стал примером отваги и доблести. Мужественный, сильный человек. Можно сказать, настоящий воин российской армии. Сегодня мы провожаем в последний путь настоящего воина Мухуддинова Айрата Рустамовича, посвятившего Отечеству все свои помыслы и устремления, всю свою энергию и интеллект, и отдавшего в итоге свою жизнь. Айрат Мухуддинов закончил школу в 2010 году. После отучился в Усадском училище по специальности тракторист-машинист. Вот пример для подражания. Вроде бы гордость за него, и в то же время очень жалко, когда уходят вот такие вот ребятки. Парень рос в большой семье. У Айрата Мухуддинова была сестра и еще 3 братьев, 2 из которых тоже выбрали военную карьеру. Он отправился 6 марта. Уехал эшелоном. Я поехал 21 апреля, да, военным бортом. Через знакомых, через сослуживцев приезжал, навещал постоянно. Мы близнецами были, после срочной службы остались по контракту. И вот 10 лет уже
служим по контракту. Вместе служили в одном подразделении. Храбрый воин, верный друг и товарищ для самых близких. Таким запомнят Айрата Мухуддинова и родные. Как не годится. Айрату Мухуддинову было 28. У него остались жена и 2 детей. Похоронили татарстанца со всеми военными почестями. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов. ТНВ. Высокогорский район. Мы продолжаем. На окраине Казани появятся новые человейники. Микрорайон в Приволжском районе рассчитан на 13 тысяч человек. Будет школа, детсады, но не предусмотрена поликлиника. Все детали в интернет-газете «Реальное время». Реализацию проекта «Квартал юстиции» Рустам Минниханов обсудил с руководством Минюста России. Во встрече приняли участие первый заместитель министра Евгений Забарчук и заместитель министра Олег Свириденко. «Квартал юстиции» представляет собой комплекс административных зданий, где в том числе предполагается размещение управления Министерства юстиции России по Татарстану. Для органов власти Татарстана работа с институтами гражданского общества в приоритете. Об этом сказал Фарид Мухаммедшин на открытии Всероссийской научно-практической конференции, посвященной взаимодействию органов власти с НКО. Форум приурочен 220-летию со дня образования Минюста страны. По словам председателя Госсовета, это событие для Татарстана особенно значимо еще и потому, что первым министром юстиции России был уроженец села Сокуры Казанской губернии, выдающийся государственный деятель и знаменитый поэт Гавриил Державин. Обращаясь к теме конференции, Фарид Мухаммедшин отметил, в Татарстане зарегистрировано более 6 тысяч НКО, и необходимо повысить эффективность их взаимодействия на муниципальном уровне. Корреспонденты, операторы, ведущие со всего Татарстана собрались в эти дни в Нижнекамске. Здесь начал свою работу фестиваль региональных телекомпаний республики «Камский бриз». В течение 2 дней телевизионщики обменивались опытом, участвовали в мастер-классах, а компетентное жюри определяло лучших мастеров своего дела. А еще набережные Челны, Альметьевск, Лениногорск, Мамадыш. 19 городов и районов республики, 24 телекомпании. Фестиваль «Камский бриз» собрал 75 участников со всей республики. Обмен опытом, практика, мастер-классы. Все в режиме нон-стоп. Мы узнали, что существуют очень интересные программы. Обычно как? То есть журналист, он приходит, начинает кадровать, только после всего он начинает уже писать текст. Думаем, что в нашей работе мы обязательно попробуем применить вот это вот новое приложение, потому что для нас это новшество, и я думаю, что мы будем экономить время, будем делать еще больше материалов, и все это будет еще качественнее. Именно созданию качественного контента было посвящено большинство мастер-классов. Секретами профессии делились эксперты. В этом году я оцениваю не только творчество, оцениваю работу видеооператоров, а также оцениваю работу по сторителлингу. То есть это истории про людей и для людей. Вообще, главный плюс то, что в этом году этот фестиваль вообще состоялся. Вот. Нашли средства, и журналистам очень важно встретиться, обменяться опытом. «Камский бриз» – фестиваль, который татарстанские телевизионщики ждали много лет. В начале нулевых в Нижнекамске уже проходили подобные мероприятия. И вот сейчас традиция возродилась. Средства массовой информации – это очень серьезный инструмент в части донесения идей, мыслей. И это зеркало жизни города, района. И, наверное, роль она достаточно большая, важная и нужная. Фестиваль, то, что он позволяет собраться и поделиться с теми нововведениями, с новыми подходами друг с другом. Но жизнь очень круто меняется. И, наверное, вот сегодняшняя встреча и вообще, в принципе, предстоящие встречи, они уже будут направлены в первую очередь на переосмысление того, чем является журналистика, каково ее будущее. Кульминация фестиваля – подведение итогов конкурса. В этом году победители выявят в 12 номинациях. Жюри предстоит оценить более 100 работ. Светлана Звонарева, Александр Халин, ТНВ, Нижнекамск. «Автобабай» – так называется республиканский конкурс водительского мастерства среди пожилых. Сегодня в Казани состоялся финал. Возраст участников 55+, стаж некоторых составляет более полувека. Все они победители районных и зональных этапов. С лучшими водителями познакомился Иван Сарафанов. За плечами Рашида Зиадинова 47-летний опыт вождения. Он лишился ноги 27 лет назад, но руль не бросил. Сегодня он единственный участник, которому позволили использовать свой автомобиль. Старт. За рулем чувствует себя гораздо увереннее, чем за компьютером, признается Рашид Зиадинов. Правила дорожного движения пришлось вспоминать. Свое водительское удостоверение он получил еще в 1975-м.
Что не задел, 2 минуты, 4 секунды я прошел. Я правила дольше решал. Рука тряслась, я не мог мышку поймать. 16 участников из Альметьевска, Бугульмы, Высокой горы, Лаишева и других. Все они победители городских и зональных этапов соревнований. Наталья Березовская – одна из 2 женщин, которые признаны лучшими в своих районах. За руль села только перед выходом на пенсию. В Казань, конечно, очень интенсивное движение. Ездить сложновато нам из провинции. У нас спокойно. Отсюда приезжаешь к себе, как по деревне, свободно, хорошо ездишь. Нафису Маннанову 73 года. В детстве любил кататься на лошадях. Потом пересел за руль и водит автомобиль по сей день. Участвует в состязаниях, чтобы не потерять форму. Молодежь не очень-то соблюдает правильно. Есть и девушки, есть парни. Спешат, психуют. Особенно, когда дедушки едут. Все участники получили дипломы и ценные призы, а победители – кубки и звания лучших пожилых водителей республики. Награждал и поздравлял их Рифкат Миниханов. На следующий год мы рассматриваем вопрос тех, кто выиграет в районе. Мы зональные проводить не будем, так ведь? Соответственно, мы найдем компенсацию тех затрат для того, чтобы вы приехали и показали свое профессиональное мастерство. Участники, которые какой год показывают, что действительно мы можем на них равняться. Здесь мы пропагандируем безопасность дорожного движения, и они нам показывают, что водительское мастерство, умения, знания у них на высоком уровне. Победителем конкурса среди мужчин стал Алексей Еремеев из Чистополя, а лучшие результаты среди женщин показала Милевша Исмагилова из Казани. Иван Сарафанов, Игорь Романов, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. В эти минуты в Казани в культурном центре «Сайдаш» проходит благотворительный концерт «Письмо Донбассу». Все вырученные средства пойдут на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Организатор концерта – землячество «Актаныш». Сейчас там находится наш корреспондент Вероника Ганудинова. Вероника, какую концертную программу подготовили артисты и какая атмосфера царит в зале? Лина, добрый вечер. Культурный центр «Сайдаш» сегодня место встречи земляков. На сцене и в зале те, кто так или иначе связан с Актанышским районом. Для всех сегодня большой концерт. Необычный, а благотворительный. Концерт так и называется «Помощь Донбассу». Ведь повод важный – это поддержать жителей Донецкой и Луганской народных республик. Все собранные средства переведут именно жителям Донбасса. Давайте послушаем отрывок из выступлений и что говорят организаторы о важности сегодняшнего мероприятия. Хочется помогать, все организации должны помогать, чтобы, например, Актанышцев и все другие районы, предприятия, организации принимали участие. Музыка, она всегда объединяла всегда все народы, и у музыки нет, у песен нет языка. То есть музыку понимают все, даже без слов. И песни, и вот такие благотворительные концерты нам дают уверенность в завтрашнем дне, уверенность в нашей победе, уверенность, что мы едины и что мы всегда вместе. На сцене артисты татарской эстрады Асаф Валиев, Лилия Мулагалиева, Артур Исламов и другие известные певцы. Зрителей своим выступлением порадует также государственный ансамбль танца и песни «Гайтель» и также этногруппа «Ривает». Организатор концерта – это Актанышское землячество. Они говорят, что таким концертом хотят передать эстафету добрых дел и другим землячествам. На этом у меня все. Лина, тебе слово. Спасибо, Вероника. Это была Вероника Ганудинова с благотворительного концерта «Письмо Донбассу». А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Только в Казани. Сбермаркет делает доставку продуктов из ваших любимых магазинов бесплатной. Попробуйте. Сбермаркет. Выгода в каждом заказе. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. Срочно нужны деньги?
Поможем всем, от студентов до пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 931 106 54 91. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды, а в студии Илья Андреев. Очередной циклон охватил своим влиянием территорию Татарстана. Итак, вот что нам ждать 7 октября. По данным сервиса Яндекс.Погода, в пятницу в Бугульме, Бавлах-Азнакаево пасмурная дождливая погода сохраняется. Днем около 10 градусов со знаком плюс. Пройдут дожди в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ночью около 7, днем около 10 градусов тепла. В Агрезе, Менделеевске и Актаныше ветреные дожди. Максимальная температура днем составит 11 градусов выше 0. Дождливо и облачно в Варске, Кукмаре и Балтасе. Температура ночью понизится до 5 градусов выше 0. Днем ожидается около 10 градусов со знаком плюс. В Болгаре, Дрожжаном и Буинске сохраняется пасмурная погода с дождями. Прохладно. Днем ожидается 11-12 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно дожди и порывистый ветер. Днем максимум 11 градусов со знаком плюс. Вот на выходных вести более радужные, выглянет солнце и потеплеет. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности и предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы в турецких лирах, китайских юанях и казахстанских тенге. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Только в Mazaltov Men скидка на костюм 30%, рубашка в подарок и подшив по фигуре совершенно бесплатно. Ждем вас в магазине на Сибгата Хакима 41. В Mazaltov Men представлен большой выбор классической мужской одежды и аксессуаров. Сейчас в магазине действуют скидки 30% на первый костюм и 50% на второй костюм, рубашка в подарок и подшив по фигуре бесплатно. Приходите и порадуйте себя. В Казани облачная и дождливая погода сохраняется. Ночью 5-7, а днем около 11 градусов выше 0. Ветер западный, порывистый 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха высокая, 90%. Магнитное поле Земли спокойное. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. И ее надо благодарно принимать. Всего вам доброго и до новых встреч!